Город Салават основан в 1948 году как поселок при строительстве нефтехимического комбината. Назвали его в честь башкирского поэта Салавата Юлаева, участника восстания под предводительством Емельяна Пугачева. С 1954 года Салават стал городом. Салават находится на юге Башкортостана, на левом берегу реки Белой, в 160 километрах к югу от Уфы. В черте города расположено озеро Курбалы-Куль. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по Салавату. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Добрый день. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я извиняюсь, что вот так неожиданно у нас небольшая встреча должна состояться. Ну, в повестке дня у нас, и, собственно, я приехал в связи с кадровым вопросом. Но я хотел, разумеется, воспользоваться случаем, сказать, обрисовать ситуацию, которая у нас происходит в целом мире, в стране, в нашей республике. Ну, характеризую я ее такими словами. Очень непростая ситуация. Значит, мы с вами должны выполнять в этой связи, я обращаюсь к вам как к депутатам, ну, по сути, две основные задачи. Первая задача – это самоизолирование. Это максимально формирование режима изолирования. В этой связи напоминаю вам, что мы приняли решение, прошу вас меня в этом поддержать и именно таким образом отработать. Мы приняли решение. С одной стороны, мы разрешили работу многим предприятиям для того, чтобы, в конце концов, окончательно не остановить нашу экономику. Но я просил бы особое внимание, соответственно, руководству города уделить, что мы, с одной стороны, разрешаем, но должен быть контроль выполнения руководителями предприятий простейших санитарно-эпидемиологических правил. Вторая – это самоизоляция непосредственно. Понимая, что с учетом, что много людей уже работают, утром идут на работу, вечером на работу, мы наш акцент сделали на том, чтобы самоизоляцию обеспечить особенно у тех людей, у тех лиц, которые наиболее уязвимы. Это две категории основные. Это те, кто 65+, это пожилые люди. И вторая категория, которую мы попросили, это лица, которые имеют хронические заболевания. Мы также усилили ответственность и задачу по самоизоляции детей, потому что погода становится лучше, нам все труднее, я признаюсь, удерживать людей, но мы обязаны это сделать. И второе направление, которое мы будем отрабатывать, и оно даже одно из самых главных, это отрабатывать соблюдение карантинного режима теми лицами, которые представляют потенциальную угрозу как носители инфекции. Учитывая, что довольно широкий объем распространения в Москве, мы приняли решение, что все те, кто прибывает из Москвы, подлежат по прибытию в республике двухнедельную самоизоляцию. И следующее направление работы, я тоже к вам обращаюсь, и в рамках вас, как депутатов и руководителей города, надо обратить внимание на состояние медицины. Наша медицина должна быть готова к самым разным сценариям. Для этого нужен специальный коечный фонд, оборудованный всем необходимым, с доступом с проведенным кислородом, аппаратами ИВЛ. У нас большой вопрос, связанный с обеспечением средствами индивидуальной защиты. Мы этим работаем, постоянно закупаем в разных, соответственно, и частях света, и в городе Москве, и везде. Поэтому город тоже должен об этом и заботиться. Поэтому, вот завершая первую часть, соответственно, по ситуации с коронавирусом, решил я к вам сам приехать и вот эту свои тревоги и свои переживания довести, чтобы мы с вами ответственно поработали. Если мы слаженно, аргументированно, спокойно, как я говорю, без суеты сделаем, мы этот период пройдем. Надо просто очень ответственно к этому относиться. Не надо думать, что она вас может обойти или кого-то обойдет. Нет, не обойдет. Надо быть готовым. Теперь, значит, я хотел сегодня кадровое решение вам свое представить. Я, Динар Галеевич, во-первых, очень благодарю за ту работу, которую он здесь проводил. Небольшое время, но вошел в курс дела. Мы, Динар Галеевич, он остается в нашей команде. У него есть уже видение его дальнейшей работы. Мы его у вас забираем. И он будет работать вместе с нами. Это мы с Динаром Галеевичем обсудим, и в ближайшее время вы об этом узнаете. Значит, у нас было видение, что мы хотим далее развивать Салават в плане взаимодействия со структурами «Газпрома».
Соответственно, мы подбирали уже человека, который плотно вхож и, соответственно, имеет такое глубокое представление об этой структуре. И поэтому я вам сегодня хотел представить нового руководителя вашего, в случае, если вы меня поддержите, Миронова Игоря Геннадьевича. Он здесь вот присутствует. Поэтому присаживайтесь, пожалуйста. Я думаю, что, Игорь Геннадьевич, вы о себе расскажете. Значит, он наш выходец, экономист с довольно большим опытом работы в сфере организации и производства, руководил крупными предприятиями в системе «Газпрома». Я полагаю, что вот с учетом тех больших проектов, о которых я сейчас пока не буду говорить, которые у нас есть и намечаются в плане с дальнейшим развитием «Газпром Салават-Нефтехим», я думаю, что ваши знания здесь будут помогут. Уважаемые коллеги, я вас прошу меня просто поддержать, дайте мне принять возможность решения. Жизнь, как говорится, рассудит, насколько мы правильно действуем, но просто, Игорь Геннадьевич, в случае, если депутаты сегодня вас поддержат, надо сразу входить в курс дела. С Динаром Галеевичем надо сесть, проработать. Мы все в одной большой команде работаем, поэтому, Динар Галеевич, ввести его в курс дела, показать, что, как, куда, чтобы у нас это. И, соответственно, мы с вами, как договорились, и завтра уже увидимся. Я вам желаю успехов, берегите себя, пожалуйста, своих родных, близких. Все у нас на самом деле будет хорошо, пройдет время, будем думать о созидании, о развитии нашей родной республики, вашего замечательного города. Все будет хорошо. Всего доброго. Прошу вас продолжить работу без меня. Я небольшой круг сделаю, и мне нужно возвращаться в Уфу. Игорь Григорьевич, вы остаетесь здесь, вместе проводите все мероприятия, отрабатываете. Всего доброго. До свидания. Радий Федорович, довольно-таки напряженная была ситуация, мне показалось, в зале. Неожиданное решение кадровое для Салавата. Нет, мы говорили с Динаром Галеевичем, Динару Галеевичу спасибо, что он город подхватил, когда мы приняли решение. Но мы изначально понимали, что нам здесь нужен человек, который довольно хорошо знает систему, соответственно, «Газпрома», который работал в этой системе и обладает все-таки таким опытом крупного менеджера, крупного предприятия. Вот поэтому мы все это время подбирали, и нашего первого министра промышленности сюда порекомендовали сегодня. Он наш башкирский, закончил, долгое время работал и в Москве, руководил крупным предприятием в Казахстане. Поэтому вот у него как раз те навыки и компетенции будет. Специфика города обязывает. Да, это специфика города. Это крупнейший промышленный центр, и здесь нам нужны именно вот такие люди. Поэтому Динар Галеевич у нас в команде. Скоро вы узнаете, у него есть работа, мы уже с ним переговорили. Поэтому у нас дальше развиваемся. Все, Спасибо. Едем дальше, к дому номер 10 по улице Бочкарева в Салавате. Там радио Хабирову показывают дворовую территорию, которую благоустроили в рамках программы «Башкирские дворики». Как я обещал, что приеду. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, у нас тут пока режим самоизоляции. Вот этот двор, да? Да, Ага. вот этот двор. Ага. Что еще вам здесь осталось сделать? Давайте я вам вот так наглядно, чтобы было, да? У нас жители, это вообще не наша управляющая компания, обратились к нам, в нашу управляющую компанию, и попросили, чтобы было мы вот так, да? организовали, да. То есть вот этот участок, где мы сейчас вот находимся, тут, вообще вот абсолютно не был благоустроен для детей, даже машины здесь ездили. Вот что стало после того, как были выполнены работы. То есть тут 750 квадратов только резинового покрытия двухслойного, 2 сантиметров. Беговая дорожка увеличилась на 160 парковочных мест, машиномест. Разлиновку все сделали. Установили дополнительно 16 опор, освещение, 22 светодиодных светильника, 12 камер видеонаблюдения. Установили детские городки. Вот еще сзади, это площадка, вот тоже посмотрите, здесь гаражи стояли, да, вот где играли дети, да, у нас вот сзади, там еще площадка, то есть вот где играли дети до этого, да, и вот какая стала вторая, то есть тут 2 площадки, потому что довольно-таки большая территория, очень много деток, и жители сразу обратились, попросили, чтобы 2 были площадки. Подъезды делали, здравствуйте. Подъезды? Подъезды не делали? Подъезды Нет, нормально? подъезды не делали. Владимир Борисович, у нас подъезды на 21 год полностью. То есть с людьми договорились, да? Да, конечно, да. Они в комплексе все будут. Здравствуйте. Ну что, устали дома сидеть? Надо потерпеть.
Надо потерпеть, ситуация очень непростая. Приезжайте к нам почаще. Ну, я уж буду приезжать, но вам надо потерпеть. Посидите. Те, кто работает, работайте, только там соблюдайте. Мы еще только... Преподаватели мы. Ну, вот так. Самое главное, вот ничего лучше не придумаем, если вот подальше друг от друга. Ладно? Будьте здоровы. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Вы это когда сделали? Вот, В 2019 году. в 19 году? Да, в 2019 году. всё. Полностью. А в том году Ну, вот с учетом мнения, да, что людям нужно. Ну, симпатично, мне кажется, получилось. Попробуйте встать. Ну, я знаю, я знаю. А вы знаете, что вот мы в 19 году, по сути, начали... Вот у нас не было вот этой культуры даже. У нас даже производителя не было мягкой крошки. Сейчас вот везде. Зато ребенка выпустил, все, пожалуйста, упал, ничего там, а то упадет там, все расшибет себя. А планы какие у вас на следующий год? в 2020 году у нас 4 дворовые территории. Большие будут делать? Большие так? комплексы, Ага. да, Ради Фаридович, полностью. Мгм. На общую сумму 111 миллионов. Ну у вас довольно серьезно. Комплексно. Мы подошли полностью, взяли, провели собрание, провели сперва собрание с жителями. Через 2 недели мы провели собрание уже с визуализацией. И они свои, как бы сказать, что они хотят видеть в этом башкирском дворике. Они полностью, как бы сказать, визуализация. Мы это обсудили. Самое главное, я говорю, Да. с людьми согласовывать эту культуру. Вот я подумаю, вот потом, когда давайте перейдем этот период очень сложный, потом я хочу салаватскими парками заняться. Потому что вы не попадаете ни в одни программы. У нас есть программа малых городов, исторические поселения и так далее. А Салават не попадает, он большой город. Мы в этом году парки делаем по Уфе. Вот, наверное, в следующий год уже будем, дай бог, выживем, как говорится, пройдем. Ну что, спасибо вам большое. Ради Фаридовича, можно сейчас сказать, вот Да. ограждение, посмотрите, скамейки наладили полностью свое производство у себя, сами своими людьми, управляющая компания. Вот и это, вот да? все сделали, да, оборудование Молодцы. купили, и сделали все сами. И вот можно еще раз покажу, вот мы в том году у нас тоже подъезды ремонтировались, да, вот то, что было, например, и то, что стало, вот у нас есть дома, где мы выбрали тематику, ну вот, было стало, где мы выбрали тематику Вы подайте родного вот края. этот подъезд на конкурс, дайте мне, передайте. Мы в этом году еще раз посмотрим, чтобы вы поучаствовали. И вот здесь вот прям вот старались вот именно все природы родного края, нашу вот специфику, там пчелы, лошади, да, вот все вот это воплотить в наших подъездах. У меня какая просьба, с людьми так разговаривать, если берегите себя, ладно? И сейчас вот вы можете стоять. Все, давайте по домам. Берегите себя, городу будем помогать. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Мы очень благодарны вам, что вы уделяете вот такое внимание нашему городу. 9-й дом правления участвует во всех программах. Думаю, ее не зря наградили. Ну, на самом деле. На Спасибо. самом Всего деле. доброго. Давайте, побежим. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Берегите себя. А сейчас вот будете До выходить, свидания. обратите на торец. Это был подарок 9-го дома правления жителям вот дома. это Фреска, так. да. Хорошо. Да. До свидания. Еще год назад было много жалоб по состоянию детской поликлиники, которая находится на улице Бульвар Салавата Юлаева, номер 18В в городе Салавате. По поручению главы Башкортостана Ради Хабирова поликлинику отремонтировали. Фасад еще не делали, да? Ага. Здравствуйте. Не мерзните, пойдемте, зайдемте. Здравствуйте. У нас двери раздвижные есть, но мы сейчас их заблокируем, поскольку нам через фильтр проход. Мы фиксируем каждого посетителя, кто к нам приходит. Вот у нас фильтр. Ага. Ну что, какое дело? Вот, Ну вот. Вот это вот дело, да? Вот наша открытая регистратура. То есть у нас электронное табло, электронная очередь, вся места рабочие телефонизированные, компьютеризированные, информация. По доступной среде раздвижные двери есть у нас, все рабочее, просто вот сейчас вот немножко такая ситуация. Вообще что, вот какой рост вот, по ОРВИ, по... У нас по сейчас спад. спад? Ну сейчас и, наверное, Да, у нас все-таки соблюдают режим, Ага. начали соблюдать, то есть все сидят дома, у нас обработка рук, санитарные эпидемические правила усилены, поэтому народ стал болеть меньше. Народ стал меньше Да. болеть, да? И детки меньше болеют, заметно. Ага. То есть у нас практически даже вызовы на дом к больным детям почти в 2 раза снизились по сравнению с февралем месяцем.
Вы на этажах подниматься не будем, чтобы вот на этажах тоже ремонт сделали или нет? Да, Ну, да, все, да, то есть да, у вас и кабинеты нормальные, все, то есть... Ну, второй этаж у нас сейчас открыт, у нас там окулист принимается сейчас. Ну, не будем Вот, ходить, а да? так все кабинеты, все есть. А вот сегодня вы работаете, Да. вот детишки приходят, Да, ну, да. народу мало, я вижу, Ну, да? пока да. Ага, ну, наверное, в целом не свободно, карантин. да. Ну, мы вот А так вот- разграничили, все у нас. А так вот сейчас вот что у вас с врачами? Ну, с врачами у нас сейчас по участковой службе у нас на 67% укомплектованы. Вот, но Педиатров вот сколько не хватает? у нас не хватает на сегодняшний день 7 педиатров. 7 педиатров. Да. Ну, у нас сейчас 3 врача-ординатора стажировку проходят вот на данный момент, то есть по своей ординаторской специальности, и еще дополнительно они нам как врачи-педиатры работают у нас. С Вы нас они там то, выручают. что касается коронавируса, все регламенты соблюдаете, да? Да. У меня какая просьба, вот на что обратите внимание? Вот самое главное сейчас, вот только почувствовал кто-то у вас, вот буквально так вот кашлянул, сразу отправляйте на карантин. Потому что вот мы в ряде учреждений уже столкнулись с тем, что не досматривали эту ситуацию, человек побаливать начинал, его в карантин не отправляли, а потом все подтверждение Ну, у находит. нас все сотрудники проходят контроль с утра, то есть они к старшей медсестре заходят, к заведующим непосредственно. Вот на это Мы особое внимание. Сразу отправляем всех лечиться. Потому что, не дай бог, сейчас мы поликлинику, соответственно, я поэтому ходить особо не буду, сам с Уфы приехал. Ну, мы отрабатываем полностью списки, Дезинфекцию. которые нам приходят. То есть мы тесно работаем с Роспотребнадзором, с Центром гигиены. Нам присылают списки прибывших. Сами кто-то обращается, мы сразу контакты все отслеживаем, вплоть до водителей, которые там привезли с аэропорта, с ЖД вокзала, то есть всех, весь круг. И тут же мы берем анализы всех. У меня какая просьба? Вот мы сейчас уедем, дезинфекцию сделайте, пожалуйста, Обязательно. после нас, ладно, Да, чтобы... да, Ну, в целом, вот так получше стало, да? Ну, красиво Получше. стало. На фасад планы какие есть? Ну, на фасад сейчас финансирование будет. И Будет будем, в следующем году, да? Ну, в смысле, вот в этом. Я тогда там, Игорь, как мое поручение, там, посмотри, Забелину я сейчас позвоню. Фасад надо сделать в следующем году. Вот, мы так и делали. Мы сперва внутрянка, а Ну, потом да, фасад. да, Ну, все равно, что Ну, вообще, Дети конечно, не по сравнению болеют. с тем, что было, тут, Будьте здоровы. здесь, конечно, мы Устали? довольны. Ну, мы пока вот относительно спокойно, скажем так. Вот. Ну вот я Мы единственное не говорю, в расслабляемся, Уфе мы очень стараемся. уже Ну, да. сложно, поэтому вот мы потихонечку должны понимать, что все будет еще сложнее. До свидания. До свидания. Все, до свидания. Будьте здоровы, не болейте, пожалуйста. Всего доброго. Раф Федорович, а вы ведь все равно по объектам таким ездите? Ну, я давно хотел здесь побывать. Мы же, это же вот, мы приняли это решение, в ужасном состоянии было. Мы навели порядок внутри. Вот, видите, фасад какой старый. Вот, я специально попрошу министра, война-то войной, а жизнь идет, и мы сделаем фасад. Вообще, вот мы прошлый год занимались здравоохранением, медицины, Салават, тут очень много проблем. Поэтому, дай бог, вот и новая глава, сейчас я его настраивал на это. Поэтому будем помогать. Всё. Ты в образовании, тоже учреждение образования, садики, школы. Самое большое это вот все-таки здравоохранение. Оно и фанило сильно. Поехали. Салават – город промышленный. На его территории находится Салаватский химический завод, единственное в России предприятие, которое производит ракетное топливо «Гептил». Есть и другие крупные предприятия. На одно из них, Салават-Стекло, в рамках рабочей поездки по городу Салавату и отправился глава Башкортостана Ради Хабиров. Нам уже 58 лет в этом году были. Вот, поэтому, единственное, все, что было раньше, мы все производства снесли и построили абсолютно все новые. Вот, начиная производство листового стекла, нанесение покрытия, зеркальная, стеклотара и силикат-натрий растворимый. Вот, все печки абсолютно новые, но уже, правда, по первой, которые в 2005 году реконструкцию делали, на следующий год будет новая реконструкция, где-то вложение порядка 3 миллиардов рублей. Вот, тоже, я думаю, что пойдем в фонд развития промышленности, ФРП. Но вы к нам тоже подходите. Всегда Вот. с такими делами. Ладно, вот. Сейчас мы работаем. Вся дневная служба 548 человек на удаленке. Значит, остальные у нас сменные, которые печь не можем остановить, потому что
печь запускается, и она работает как минимум 15 лет. Ух ты. Она не останавливается. Не останавливается. Остановка стоит больших денег, но запуск это год, потому что если остановить печь, то надо поменять все огнеупоры. Поставка огнеупоров сегодня 1 год, почему мы вот сегодня подписали уже контракт на реконструкцию в апреле следующего года. Это вот линия, да? Это вот Это, да, я вас сейчас от начала прям пойдем, я вам покажу, как начинается все как бы. Я ни разу не был здесь. В чем суть вот этого вашего нового зеркала? Изготовление зеркал больших, да, или как? В чем суть нет, этого? Ну, на сегодняшний день, как бы, что такое стекольный завод? Прозрачное стекло, оно уже становится потребность все меньше и меньше. Всем нужно что-то с нанесением покрытия. Вот, мы это делаем. Это вот стекловаренная печь. 500 тонн в сутки она выпускает. Это мы идем по верху. Там еще внизу 11 метров. Что такое себя представляет стекловаренная печь? Это ванна, где находится стекломасса, и 2 регенератора. И, значит, воздух и газ подается с одного регенератора, греет 20 минут, потом с другой стороны. Ну, это ничего, печь обыкновенная, где поддувало есть. Почему 11 метров, что должно тянуть. Ну, вот по степени технической оснащенности вы номер 1 в России? Ну, нет, я хочу сказать, на сегодняшний день мы единственная российская компания. Остальные же у нас конкуренты иностранцы, потому что у нас на уровень экспорт выше. много у вас стекла идет? Ну, где-то порядка 30-40%. Здесь вот стекловаренная печь, полностью все показано. Горение, температура, давление, все контролируется. Здесь подача газа, перевод газа, как бы. Вот, все на экранах все видно. Вот. А здесь вот ванна расплава, именно стекло, флаз стекло получило. Почему? Потому что стекло стали лить на металл. Первый, конечно, был это дорогущий металл, как его? Платина, да. Потом, значит, удешевили олово. Ну и вот уже больше там 50-60 лет льет, выпускает таким способом. Вот ванна расплава. До свидания. Здесь уже формируется стекло, оно идет непрерывно, не обрывается. Обрыв для нас это аварийный случай, который там мы за 15 лет на пальцах считаем, сколько может быть как бы там. Сколько человек работает сейчас вообще вот, на смену? В смену вот если говорить только про ФААТ стекло, на 2 линии работает 100 человек. Нет, в целом на Салават стекло. В целом на Салават стекло сейчас работает 1300 человек. Вот. Это все производства. У нас же есть и переработка стекла, бутылка, силикатка, 2 линии ФААТ стекло, зеркало, нанесение покрытия. Сейчас мы делаем тонкое стекло, 2,5 миллиметра. Это для автомобильщиков. Это стекло пойдет потом на КАМАЗ. Оно сейчас горячее еще или уже? Ну, вот там 60 градусов, вон там уже будет 38. Вот здесь все, вот этот сканер, он сам определяет, какое идет стекло. Или его надо в бой пустить, или М4, или М1, или вырезать какой формат. Он все дает вот на резное оборудование задание. Вот оно режет, да? Почему под углом? Скорость движения рассчитана, что и получается ровно. Радь Фаридович, а видели когда-нибудь раньше? Вот видите. Режет прям? Нет, режет там, а здесь ломает. Зеркальное производство, в которое мы брали деньги.
Здесь это уже... Это вот зеркала уже? Нет, это это вот, стекло. Есть вот это специально натонированное стекло, наносят тоже зеркало. На бронзовое, на серое. И зеркало получается такое темно-серое, темно-бронзовое. Почему мы сюда пришли? Потому что коллеги как раз к нам обращались на инвестсовет. Мы рассматривали этот проект на инвестсовете по поддержке, по линии фонда поддержки. Вот мне хотелось посмотреть. Уникально. А сколько здесь будет работать? Здесь будет вообще, когда будет в круглосуточном режиме, 28 человек. Средняя зарплата здесь какая? Вот? По заводу Да, у нас по заводу. 47 тысяч. 47. То есть вот это уже работающее производство, да, получается? Ну, оно еще до конца не запущено, у нас нет экологических Привет. экспертиз. Вот. Поэтому у нас опытно-промышленный парк. Я хотел, думаю, потом напишу, что восхищен. Я же здесь не был. Не был ни разу. Вообще молодцы. Молодцы. Это вот этот, по сути, новая, да, вот модернизация прошла? Нет, да? это новое. Это прям новое, да? Вообще молодцы. А на инвестчасе мы чем-то помогли вот по итогам инвестчаса? Помогли, да. Мы оказывали содействие по взаимодействию с фондом по развитию промышленности. Такой Мы пока загрузки сейчас нет. приняли решение, ну, очень многим предприятиям мы дали работу, но усилили контроль за нарушением правил. Поэтому большая просьба, вот все-таки много людей работает. Все простейшие правила, контроль на входе, дополнительная дезинфекция, индивидуальная защита и так далее и тому подобное. Вот если это делать, потому что обстановка такая сложная, за этим надо смотреть. Ну, мы сами в этом заинтересованы, потому что у нас непрерывное производство, поэтому мы сейчас даже отказались от передачи смен, чтобы смена со смены не касалась. Вот. Люди приходят, переодеваются, уходят в одно место смены, там ждут, когда эти совсем уйдут, потом приходят. Мы даже временами иногда несколько минут просто бьем стекло, пока новые смены не заходят. И одну смену мы держим в резерве для того, что если вдруг что-то случилось, чтобы у нас люди могли выйти из резерва и заменить какую-то определенную смену. Ну, будем на связи. Все, давайте, берегите себя. Спасибо. Рафик Фаридович, довольно непростое время. Как оцениваете все-таки поездку в город Салават? Мы здесь, в Салават, я, во-первых, приехал, и кадровое решение у нас надо было, мы давно его готовили. И в такое время все равно мы думаем о развитии. И в городу сегодня я представил горсовету человека, который ориентирован, на мой взгляд, такое на дальнейшее инженерное стратегическое развитие Салавата. Это первое. И второе, ну, разумеется, раз приехал, хотел посмотреть. Так-то я молчал потихонечку, но я, во-первых, смотрю еще, как соблюдается режим самоизоляции. У меня есть ряд вопросов к руководству города. Я сейчас проведу совещание. Что заметили? Есть люди, довольно много людей, мне это не нравится, поэтому, ну, понятно, наверное, какие-то нужды у людей, но сейчас я вновь повторяю, что спасение наше – это самоизоляция и отработки тех лиц, которые попали в периметр инфицированных. Это тоже большая работа. Вот я сейчас еду, меня уже ждут мои коллеги в правительстве. Но предприятие сюда зашел, они к нам приходили в рамках нашего инвестсовета. Всегда же хочется посмотреть, чем завершаются наши заседания инвестсовета. Отлично, прям порадовало. Новые рабочие места, новые рабочие места, новая линейка, очень большой объем инвестиций, это производство новых зеркал. Там что-то 438 миллионов, по-моему, было. Да. Салават Стекло, они молодцы, им спасибо большое. Порадовали, ну поедем дальше работать. А башкирские дворики не могу не спросить. Башкирский дворик, ну уже видели сами, люди как смотрят. Глаза горят. Никогда такого не было. Там, сколько у них, 600 квадратных метров, по-моему, она сказала. Мягкое для детей. Да вот дети бегают, не падают, не царапаются. Ну, вот не сейчас площадка Ну, ограждена. забегают, я имею в виду. И вот такие будем везде по республике делать. Мы, кстати, башкирские дворики не останавливаем. С понедельника посмотрим по эпидситуации. Если катастрофически падать не будем, то я в понедельник разрешу начать работы в рамках наших башкирских двориков. С соблюдением всех мер. Однозначно. Кстати, вот предприятием, чем мне понравилось, похоже, здесь довольно серьезные отношения в Салават Стекло к санитарно-эпидемиологическим правилам. Потому что в понедельник, скорее всего, я работу ряда предприятий остановлю. У меня есть такие факты. Вот мы сейчас изучаем. Ну, не так все везде хорошо. Спасибо. Спасибо. Все, Нил, давай, не здороваемся, все.